Рассмотрим предписание генерала Тармаасова-Булгакова 26 июня 1810 года. Здесь указывается, что 20 июня генерал-майор Ивейлич докладывал о поражении ингушами чеченской хищнической партии и о том, что ингуши, опасаясь от них более жестокого отомщения, просят себе для защиты одного орудия с канонирами. Далее в тексте отмечается необходимое условие, что для удовлетворения просьбы о защите от чеченской партии ингуши должны дать присягу на подданство России, и что если ингуши согласятся быть верноподданными России, тогда у них для защиты будет расположена одна рота с оружием от Владикавказского гарнизона, с помощью которой они бы могли как защищать самих себя, так и свободно заниматься скотоводством и хлебопашеством на плоскостных землях. Обратимся к рапорту генерала от инфантерии Булгакова генералу Тармаасову от 14 июля 1810 года. В нем приводится донесение, что для охраны ингушей от нападения чеченцев и других народов генерал Ивейлич командировал 3 орудия, 200 рядовых, 150 казаков с подполковником Фирсова, который по прибытии в Назрань занял удобное место. После чего 28 июня разные горские народы, численностью 5000 человек, пришли для отомщения ингушам за смерть известных чеченских предводителей. Развязалась новая битва, и ингуши при поддержке подполковника Фирсова в очередной раз одержали победу и обратили нападавших в бегство. Здесь указывается, что потери наступавших горцев составили более 200 человек. Ингуши потеряли 30 человек. И, что примечательно, здесь указывается, что среди русских солдат погибших и раненых не имеется. Вероятно, это связано с тем, что сами русские солдаты не принимали в этом сражении непосредственного участия. В конце рапорта отмечается, что генералу-майору Дельпоццо предписано охранять ингушей от нападения хищнических отрядов. Ознакомимся с содержанием предписания генерала Тармаасова генералу от инфантерии Булгакову от 22 июля того же года. В ней содержится примечательная информация, что генерал-майор Дельпоццо считает, что ингуши должны были примкнуть к России и стать ее союзниками, лишь по вынужденным обстоятельствам. Не потому, что они заботились о российских интересах, как тут указывается в тексте, не для сохранения наших польз, а потому, что их вынудила к этому необходимость, поскольку для них требовалась защита от окружавших неприятелей, как уже упоминалось ранее. Это были кабардинские князья и разбойнические отряды из числа представителей чеченцев. То есть их союз с Россией – это не проявление преданности, а прагматический шаг для собственной защиты. Проще говоря, Дельпоццо сам утверждал, что ингуши искали союза с Россией не из любви к ней, а потому что им больше некуда деваться, чтобы выжить среди своих недругов. Теперь, углубленно и подробно рассмотрев всю цепочку взаимосвязанных событий, предшествовавших договору, подписанного 22 августа 1810 года ингушскими старейшинами и представителями Российской империи, переходим теперь непосредственно к самому акту присяги. Многие несведущие злопыхатели утверждают, дескать, ингуши чуть ли не сами являются авторами этого акта присяги, и что ингуши якобы были полностью осведомлены со всеми пунктами, положениями и постановлениями этого договора, и что якобы досконально понимали все то, о чем говорилось в этом акте присяги. Однако это вовсе не так. Сам автор и составитель этого договора генерал-майор Дельпоццо всего лишь показал ингушам присяжный лист и попросил старшин 6 ингушских фамилий поставить подпись. Полагается, что ввиду отсутствия грамотности среди населения, ингуши сами особо не понимали всех тех пунктов, под которыми с них потребовали поставить подпись. Они лишь преследовали те цели, связанные с обеспечением защиты и беспрепятственным занятием сельским хозяйством на равнинных землях, и им было не особо важно, что было написано в том акте присяги. Также примечательно, что 14 октября 1810 года покорность на верность российскому правительству принесли и представители арстхойской фамилии Фаргиевых, проживавших в ущелье реки Фортанга. После углубленного и подробного анализа предшествовавших акту присяги всей цепочки событий, выстроенных в хронологическом порядке, настало время для резюмирования. Основной тезис заключается в том, что обвинения ингушского народа в якобы предательстве на основе договора 1810 года не имеют исторической основы, являются предвзятыми и даже ложными. Присяга Российской империи была не актом вероломства, а прагматичным и вынужденным шагом, продиктованным сложной геополитической обстановкой на Кавказе и борьбой за выживание. Ключевые аргументы и факты
приведенные в анализе. Первая – причина обращения к России – угроза существованию. Ингуши подвергались постоянному давлению и набегам со стороны чеченских отрядов и кабардинцев. Яркий пример. 5 июня 1810 года ингуши в одиночку без помощи русских войск разбили крупный чеченский отряд, что привело к угрозе масштабной кровной мести. Второе. Мотивы были сугубо прагматичными. Ингуши прямо просили военную помощь, пушку и канониров для защиты от неизбежного ответного нападения после одержанной им победы в битве. Экономическое выживание. Ключевой причиной было стремление безопасно освоить равнинные земли у реки Сунжи для занятия хлебопашеством, что в горах было невозможно. Кабардинцы и чеченцы мешали этому, требуя дань и создавая всяческие препятствия. Третье. Присяга была условием получения защиты. Российское командование прямо поставило условие: военная помощь будет оказана только после официальной присяги на подданство. Для ингушей это был договор о покровительстве в обмен на лояльность. Четвертое. Взгляд российской стороны подтверждает прагматизм. Генерал Дельпацов в своих донесениях прямо указывал, что ингуши примыкают к России не из-за преданности, а по вынужденным обстоятельствам и для защиты от врагов. Это опровергает миф о какой-то исключительной верности. Исторические документы свидетельствуют, что решение ингушских общин 1810 года было стратегическим и рациональным выбором в условиях внешней агрессии и экономической необходимости. Их действия были типичны для многих народов Кавказа в тот период и диктовались интересами выживания и развития, а не предательством или слепой верностью. Таким образом, современные упреки в адрес ингушей являются антиисторичными и политически ангажированными. Стоит понимать тот факт, что присяга, данная 6 ингушскими фамилиями в 1810 году, вовсе не означает полную покорность всего ингушского народа. Это была лишь та часть ингушей, проживавшая в плоскостных и предгорных селениях. Однако, многие горные ингушские селения в то время еще оставались вне зоны влияния Российской империи. И затем насильственным образом, путем проведения карательных экспедиций и встречаемым со стороны ингушских абреков, сопротивлением были приведены к покорности в 30-х годах XIX века во время Кавказской войны. Об этом писал советский этнограф-кавказовед, историк Анатолий Нестерович Генко в своей статье под названием «Из культурного прошлого ингушей». В контексте ингушских присяг он выдвигает следующее сведение. Во всяком случае, все вышеперечисленные факты затрагивали по преимуществу одних ингушей в собственном смысле этого слова. То есть небольшую еще тогда часть ингушского народа, жившую в Тарской долине вокруг Кангушта. Горная же часть оставалась вполне непокорной еще долгие годы. Далее в тексте упоминаются карательные экспедиции царских войск 1830 года под командованием князя Абхазова и 1832 года под предводительством барона Розина в горные ингушские селения, такие как Ибан, Хюле, Цоре и многие другие. И затем автор приводит обоснованное заключение, что действительно покоренным этот край мог назваться лишь в 1858 году, в год Назрановского восстания.